Это рубрика «Спорт» на телеканале «Якутия-24». В студии работает Полина Долинская. Программа пятого этапа чемпионата мира в классе машин Формула-1 сезона 2021 года Гран-при Монако стартует 20 мая. Первые две сессии свободных заездов пройдут в четверг. Лидером чемпионата в Монако приехал британец Льюис Хэмилтон. Он выиграл 3 из 4 гонок на старте сезона. Однако нидерландец Макс Ферстаппен из Red Bull по-прежнему находится рядом с семикратным чемпионом мира. В Монако же у Ферстаппена есть все шансы отыграться. Сложно складывается дебют в Формуле-1 у российского пилота Никиты Мазепина. Сход и 3 финиша последним с существенным отставанием не только от остальных команд, но и от партнера по ХААС Мика Шумахера. Трасса Гран-при Монако является самой медленной в календаре. Обгонять здесь крайне сложно, поэтому многое зависит от квалификации и прохождения первого поворота. Больше всех среди действующих пилотов здесь побеждал Хэмилтон 3 раза. Дважды финишировали первыми немец Себастьян Феттель и испанец Фернандо Алонсо. По одному разу финн Кими Райкконен и австралиец Дэниел Рикьярдо. Спортсменом по победам в Монако является бразилец Айртон Сенна. Прыжок россиянина Ильи Иванюка на чемпионате Смоленской области официально стал лучшим мировым результатом сезона. 17 мая бронзовый призер чемпионата мира 2019 года Иванюк с третьей попытки показал результат, выполнив прыжок на 2 метра 37 сантиметров. World Athletics приняли решение считать этот показатель лучшим результатом сезона. Предыдущие достижения установил американец Джуван Хэррис 14 мая на турнире в Техасе. Он взял высоту 2 метра 36 сантиметров. 28 мая пройдет этап бриллиантовой лиги в Дохе. Баскетболисты петербургского «Зенита» во втором овертайме победили московский ЦСКА со счетом 107-104 во втором матче полуфинальной серии плей-офф единой лиги ВТБ. Основное время матча завершилось со счетом 75-75. Самым результативным игроком встречи стал форвард ЦСКА Уилл Кламберн, в активе которого 28 очков. У «Зенита» больше всех очков набрал защитник Кевин Пангас. Счет в серии до 3 побед стал 1-1. Третий матч пройдет 22 мая. «Зенит» стал победителем регулярного чемпионата, армейцы заняли 4-е место. В четвертьфинальной серии команда из Санкт-Петербурга переиграла пермскую «Парму» со счетом 2-0, а ЦСКА оказался сильнее Нижнего Новгорода. Пари Сен-Жермен со счетом 2-0 обыграл Монако в финальном матче Кубка Франции по футболу. На 19-й минуте после грубой ошибки защитника Монако Акселя Дисаси счет открыл Мауро Икарди. На 81-й минуте мяч забил Килиан Мбаппе, который в эпизоде с голом Икарди отметился результативной передачей. Российский полузащитник Монако Александр Головин вышел в стартовом составе и провел на поле весь матч. ПСЖ выиграл Кубок Франции в 14-й раз. Клуб является лидером по этому показателю. 5 раз парижская команда проиграла в финале турнира. Монако в 5-й раз уступила в решающем матче Кубка Франции. Также на счету клуба 5 побед в турнире. Объявлен состав сборной России на чемпионат мира по дзюдо в Будапеште. Соревнования и Олимпийские игры впервые состоятся в один год. Более того, 2 крупнейших события разделят всего несколько недель. Так произошло по причине переноса Токийской Олимпиады в связи с коронавирусом. При этом по своему престижу награды, завоеванные на чемпионатах мира, не уступают олимпийским. А сами эти старты по числу участников и уровню соперничества существенно превосходят турниры на Олимпиадах. 27-летняя челябинская спортсменка Александра Овсянникова стала абсолютной чемпионкой России по суточному бегу среди женщин, пробежав за 24 часа 252 километра 511 метров. Марафон «Сутки бегом» начался в Москве на стадионе «Искра» в полдень в субботу 15 мая и завершился ровно через 24 часа. По словам Овсянниковой, во время забега спортсмены могли сделать лишь небольшие перерывы. Изначально целью участия в забеге для Овсянниковой было преодоление дистанции в 225 километров, что является нормативом для получения квалификации мастера спорта международного класса среди женщин. Спортсменка с наставником начали готовиться к забегу еще осенью прошлого года. Абсолютная чемпионка России сказала, что после покорения рекорда занимается восстановлением организма и пока не задумывалась о дальнейших забегах.
Тем временем на старт 5-го всероссийского полумарафона проекта «Забег.РФ» выйдут 120 тысяч человек. Всероссийский забег является уникальным событием. Оно дает возможность объединить всех любителей спорта на территории страны, привить хорошие привычки регулярных занятий спортом, улучшить свое здоровье и качество жизни. 5-й всероссийский полумарафон «Забег.РФ» состоится 30 мая. В ходе мероприятия будет назван город-чемпион. Он определится на основе 3 критериев: среднего показания дистанции, преодоленные всеми участниками городов, соотношение участников забега к общему населению города и средней скорости марафонцев. К этому часу у меня вся информация. Будьте в курсе событий в мире спорта на телеканале Якутия-24.